Салам алейкум. Приветствую всех, кто нас смотрит. Сегодня, 23 февраля 2025 года, мы здесь, в Париже, на площади Республика. Сегодня проходят две акции совместно. Это акция против путинской атаки против суверенной Украины. И это было 24 февраля 1922 года. И 1944 года, 23 февраля, была депортация чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию. Мы знаем, что Путин, как и всякий диктатор, очень любит символизм. И мы слышали, что атака против Украины была назначена на 23 февраля, День Советской Армии, но началась она утром 24 февраля. Поэтому символично, что сегодня здесь на одной площади собрались и украинские, и чеченские патриоты. В общем, я особо предоставлю представителям чеченского комитета, которые организовали этот митинг сегодня. Мы решили их поддержать, чтобы не распылять силы. Сегодня в Страсбурге собралась большая чеченская диаспора. И здесь, в Париже, мы совместно с украинцами и чеченским комитетом. Bonjour, donc comme tous les ans, le comité Tchétchénie a appelé à un rassemblement le 23 février pour commémorer la déportation du peuple tchétchène et du peuple ingouche par Staline en 1944. C'est d'autant plus important d'être là aujourd'hui ensemble avec les Ukrainiens que c'est la continuité de la même politique criminelle des génocidaires qui était celle de Staline, qui est aujourd'hui celle de Poutine, qui a tenu en choisissant cette date symbole, la date de l'armée soviétique, pour commencer son agression en Ukraine après sa tentative de génocide à l'encontre des peuples tchétchènes et ingouches, qui, choisissant ce symbole, a vraiment décidé de se mettre dans la continuité d'un des plus grands criminels de l'histoire, ou sinon le plus grand, qui était Staline. Voilà. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important aujourd'hui d'être tous réunis dans un moment pareil où c'est vraiment, on est dans une situation très grave avec un président américain qui se met ouvertement du côté de la Russie, du côté de Poutine, qui agit comme un vrai agent du KGB ou du FSB. Et aujourd'hui, en France, il faut plus que jamais donc démontrer et organiser la solidarité avec le peuple tchétchène et les Tchétchènes qui ont combattu contre Poutine et qui continuent et qui continueront à le faire. Voilà. Et qui aujourd'hui sont en Ukraine, bien entendu. Merci beaucoup. И хочу еще дополнить, что на минувшей сессии Парламентской ассамблеи Европы в Страсбурге была принята резолюция, которая была подана шведским депутатам. В этой резолюции один из пунктов — это признание геноцида чеченцев, уйгур и крымских татар. Получается, что сегодня в ПАСЕ входит очередной список международных инстанций, которые признали геноцид 1944 года. Это депортация Сталином. Это тоже как бы важно отметить, потому что это новая резолюция. Я надеюсь, что вслед за ПАСЕ последуют другие международные организации, которые также признают депортацию 1944 года актом геноцида. И нужно отметить роль нашего движения «Единая сила». Мы работаем совместно с украинскими депутатами, которые помогли продвинуть эту резолюцию, голосовали за нее. И, конечно же, мы выражаем огромную благодарность за все, что они делают для общей победы над общим врагом.